Тимур Агадакджи, Жадага скажет, кому подготовиться из зала. Вот я после этого выступающего немножко трудно, наверное, говорить, но скажу вот что. То, что мы здесь сегодня собрались, это инициатива Меджлиса. Почему я скажу? Если бы Меджлис хорошо работал, мы бы здесь не собрались. 20 лет они делали вид, что чего-то делают. 20 лет им никто не мешал. 20 лет Крултай иногда принимал очень хорошее постановление. И 20 лет эти постановления клались под сукно. Почему мы сегодня собрались? Потому что Меджлис ничего не делал. И только тогда, когда нам надоело, ветеранам, общественным организациям, когда мы поднялись, они начали нас критиковать, вот после этого они начали шевелиться и начали обращаться в международные организации, хотя еще вчера говорили, не обращайтесь в эти организации, не позорьте Украину. Зашевелились, пусть шевелятся, пусть работают. Вообще я вам скажу, у нас в Крыму очень интересная политическая ситуация. Она похожа на кукольный театр. Ну, знаете, вот такой вот кукольный театр. Вот здесь вот Меджлис, вот здесь русские партии. А кукловод один. Вы понимаете, кто? И нас сталкивают вот так вот, татар и русских. Мы за то, чтобы здесь был мир и спокойствие. И вот то, что вот этим командуют, они совершенно делают нетрадиционные вещи. Национальное движение приучило крымско-татарский народ делать политическим партиям, отдельно политикам какую-то особую оценку. Мы отличаемся от других. Если другие считают, что вот партия, которая дала им повышенные пенсии, устроила дороги, она хорошая, то у нас другая оценка. Мы подходим к политическим деятелям и партиям не по дорогам, не по пенсиям, а по тому, как к нам относятся. И поэтому очень странно, что Меджлис с самого начала шел с рухом, который был против нас. Ибо глава этого руха, будучи министром иностранных дел, обманывал международную организацию, что с нами хорошо. Мы пошли, Меджлис пошел с оранжевыми. Кто они были, эти оранжевые? Тот же президент говорил, я за Украину, где будет один народ, один язык, одна вера. Кто возглавлял эту партию? Роман Бессмертный, который разработал концепцию уничтожения нашего народа. Он прямо писал, крымские татары являются особой опасностью для Украины. Поэтому их надо ассимилировать, расселив по всем абсолютно регионам. И вот сегодня, когда мы говорим о том, что, дай Бог, чтобы был принят закон о реабилитации, я очень сомневаюсь, что он будет принят. Почему? Вот недавно в Киеве собрались и обсуждали этнополитику. Это было по инициативе регионов. И что там было? Вот эти все оранжевые орали нет, никаким меньшинствам никаких прав. Вспомните, когда Кучма буквально протащил через Раду закон о реабилитации, протащил, потому что это был сильный мужик, и должен был подписать его. Вот эти кукловоды нашим сказали, уходите от Кучмы, голосуйте за Розовых. И когда Кучма узнал, что татары уходят, не будут за него голосовать, он ветировал его.
и так этот закон остался непринятым. Ошибка за ошибкой, нетрадиционной ориентации. Вот поэтому мы соберемся 18 мая, пригласим на 18 мая и президента, и председателя Совета Министров. Пусть они выслушают все наши просьбы и замечания. Василий.